Здравствуйте, в эфире новости на телеканале НТС, в студии Айджан Казакбаева. Видимо, еще вопросы есть. В эти минуты допрашивают бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Его, отметим, ГКНБ вызвали уже в третий раз. Как сообщил официальный представитель СДПК Кундуз Джолдубаева, в повестке причина не указана, просто написано, что приглашается. Первый раз, отметим, Исакова допрашивали 26 апреля в качестве свидетеля по делу о реконструкции столичной теплоэлектроцентрали. Во второй раз 14 мая по той же причине, причем дважды за день. Напомним, по уголовному делу по модернизации Бишкекской ТЭЦ уже арестованы 7 бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ООО «Электрические станции» Салайдин Абазов. Когда зовут, нужно идти и отвечать на задаваемые вопросы. Как гражданин, как экс-премьер-министр, экс-заведующий отделом, я должен ответить на вопросы. У меня нет опасений, что задержат. Чтобы задержать, нужны основания. Например, когда человек нарушает законы. Я чист. От самой крупной взятки до нарушений в отдельных структурах. Сегодня перед членами парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам об итогах прошлого года рассказал генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. Вопросов главе надзорного органа у парламентариев оказалось немало. Проверяла ли Генпрокуратура работу таможенников? На какой стадии расследования уголовного дела в отношении прокурора Улана Чалбаева, задержанного с крупной взяткой в 200 тысяч долларов? И почему расследование по нарушениям в дирекции по восстановлению Аша и Джалалабада затягивается? Ответы прозвучали, но не по всем пунктам, потому как на должность его назначили сравнительно недавно. Поэтому пока отчет генерального прокурора приняли к сведению, но уже к следующей встрече с депутатами попросили подготовиться тщательнее. Отчет Откурбека Джамшитова перед депутатами для последних скорее было еще одной возможностью пообщаться с новым генпрокурором, чем выяснение профессиональных вопросов. На этот раз главе надзорного органа предстояло отчитаться за 2017 год, то есть за период, когда его ведомство возглавляла Индира Джолдубаева. Даже в центральном аппарате нынешний генпрокурор тогда не работал. Видимо, понимая это, сильно давить на Джамшитова законодатели не стали. Однако вопросы по некоторым делам все же задали. Так, например, парламентариев интересовали детали расследования в деле их коллеги Омурбека Текибаева. Генпрокурор заверил, что работа ведется. Заявление о пересмотре дела Омурбека Текибаева к нам поступило. Оно касается пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. В заявлении предоставлено 5 таких обстоятельств. По каждому из них сейчас проводится проверка. Как только будут новые подробности, мы обязательно предоставим всю информацию. Также ничего определенного генеральный прокурор не сказал и по делу о самой крупной взятке в истории надзорного ведомства. Напомню, в апреле с поличным был задержан начальник управления гособвинения Улан Чалбаев при получении 200 тысяч долларов. Следствие по этому делу продолжается, сообщил генеральный прокурор. Чалбаев находится в СИЗО и из органов уволен. Заинтересовались депутаты и тем, как продвигается решение земельных споров. На сегодняшний день ни один застройщик не наказан. Это вызвало подозрения народных избранников. Bizde quruluştun bari sapattubu je quruluşçuların barının акчасы көп сатып алып. У нас что, все застройщики соблюдают нормы? Или просто они могут откупиться? За 5 лет никто не привлечен к ответственности. Вы говорите, что не можете без экспертизы, но они длятся годами, и за это время истекает срок давности. Да, у вас нет законодательной инициативы, но ведь вы можете зайти к президенту, вы можете внести свои предложения по изменению законодательства. Вы ведь можете вмешиваться в законы. Даже по дирекции восстановления городов Ош и Джалалабад до сих пор ничего не предпринято. Что нужно опять создавать депутатскую комиссию, как по ТЭЦ? Генпрокурор пообещал учесть замечания. Напомнили главе надзорного ведомства, что работу нужно вести не только по уже совершенным преступлениям, необходимы предупреждающие меры. В этой связи законодатели рекомендовали Джамшитову усилить работу по наблюдению за деятельностью госорганов, где возможны коррупционные риски. Сегодня по 95% тендеров в рамках госзакупок возбуждают дела. Надо это остановить. Из-за того, что победителя в госзакупках выбирают по самой низкой цене, сегодня работы проводятся некачественно. Почему дорога и строительство ведутся некачественно? Все дешево. В состав тендерной комиссии по госзакупкам надо включить представителей правоохранительных органов, АКС или ГСБЭП. Тогда предприятиям было бы легче. Сегодня работа остановилась. Боятся уголовных дел.
Такие проявления повсеместно наблюдаются. Это наносит большой вред росту экономики, хозяйственной деятельности. Надо обратить внимание на это. По проверкам. Органы прокуратуры в каком случае могут проверить хозсубъекты, или кто-то должен возбудить дело, или написать заявление? Я думаю, нет упорядоченной системы, и поэтому проверяют как хотят. Официально или неофициально. Таких случаев очень много, начиная от Айлок-Мету и заканчивая крупными ведомствами. Поинтересовались депутаты и тем, как генеральный прокурор относится к тому, что в Кыргызстане очень высокий показатель по оправданиям в судах. По официальным данным, за прошлый год были оправданы около 300 человек. Иными словами, дела в отношении них были заведены необоснованно. Прокурор отметил, что статистикой доволен. Но вот виновных в этом привлечь так и не смогли. Я считаю хорошо, что у нас такой высокий процент оправданных. В соседних странах в год суды оправдывают только пару человек. Да, если дело возбудили или следствие вели неправильно, надо принимать меры к сотрудникам правоохранительных органов. Но за 2017 год никто не был привлечен к ответственности за это. Народные избранники решили долго не задерживать главу надзорного ведомства. Было видно, что чиновник пришел на должность недавно и схода ответить на некоторые вопросы пока просто не может. Отчет депутаты приняли к сведению, но на пленарном заседании разговор еще продолжится. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Милиционеры, допустившие убийство девушки в здании РОВД, будут наказаны. По данным прокуратуры Джаильского района, дело заведено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следствие также изучит ответственность сотрудников УОБДД, которые после остановки автомашины не составили протокол и не проверили задержанных на наличие колющих и режущих предметов. Отметим, этот жуткий случай произошел 27 мая. В УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение о похищении девушки с целью вступления с ней в брак. Через некоторое время на посту в селе Сосновка была остановлена автомашина, в салоне которой находились вместе с водителем двое пассажиров. 30-летний мужчина и 20-летняя девушка. Все они были доставлены в УВД Джаильского района. Во время оформления документов девушка находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время в комнату зашел пытавшийся похитить ее мужчина и заперся вместе с ней. Пока сотрудники милиции ломали дверь, мужчина нанес девушке, а затем и себе ножевые ранения. Спасти девушку не удалось. От полученных травм она скончалась в реанимации. Мужчина находится на лечении. Второй пассажир передан в следственную службу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня в интернете появилось видео задержания в Бишкеке преподавателя одного из вузов при получении взятки. Как сообщают сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, к ним с заявлением обратилась студентка университета КГУ-СТА. Она просила принять меры в отношении заведующего кафедрой, который якобы требовал $1500 за подготовку дипломной работы и положительное решение при защите. Преподавателя задержали с поличным при получении взятки в $1000. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций и незаконное получение вознаграждения служащим». Ведется следствие. В этот день, в 1992 году, были созданы Вооруженные силы независимого Кыргызстана. И сегодня военнослужащих с праздником поздравил глава государства Сооронбай Жээнбеков. За последние годы отношение к армии улучшилось. Улучшились также социально-бытовые условия военнослужащих, говорится в поздравлении президента. Это связано с достижениями вооруженных сил. Государство и впредь будет активно работать в данном направлении, отметил глава государства. Именно в этот день, в 1992 году, воинские соединения и части были взяты под юрисдикцию Кыргызской республики, которые и легли в основу строительства национальных вооруженных сил. Армия является неотъемлемым атрибутом государства и его опорой. Мы должны помнить всех, кто в трудное для страны время стоял на защите своей родины, достойно продолжая славные традиции отцов, обеспечивая связь поколений защитников Отечества и преемственность боевых традиций. За последние годы отношение к армии улучшилось. Это связано с достижениями вооруженных сил страны. С каждым годом улучшаются социально-бытовые условия военнослужащих. Государство и впредь будет проводить активную работу в данном направлении. Мы должны быть постоянно готовыми защищать территориальную целостность и отстоять национальные интересы Кыргызстана. Уверен, что современная армия Кыргызстана с честью выполнит все поставленные перед ней задачи. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
А поздравить военных лично Сооронбай Джейнбеков решил, уже вручая им ключи от квартир. Сегодня в честь праздника 54 семьи получили ключи от нового жилья. Для каждого из них жилье стало долгожданным подарком. Отметим, что многоэтажный дом для офицеров и прапорщиков Бишкекского гарнизона был построен в 12-м микрорайоне столицы. Как заявили в Генштабе, в этом году планируется новоселье еще 81 семьи военнослужащих Бишкека, а также сдать в эксплуатацию дом из 216 квартир в южной столице. После глава государства Сооронбай Джейнбеков осмотрел новые квартиры, побеседовал с военнослужащими и их семьями, а также подарил им сертификат на 300 тысяч сомов для строительства придомовой спортивной площадки. Алексей Немашкал продолжит. Церемония открытия новой многоэтажки прошла в 12-м микрорайоне Бишкека. В построенный специально для военнослужащих многоквартирный дом вселятся 54 семьи. Такой подарок для офицеров и прапорщиков приурочен к праздничной дате. Сегодня День вооруженных сил Кыргызстана. 26 лет кыргызской армии. Поздравить новоселов с этим знаковым для республики событием приехал лично глава государства. Сооронбай Джейнбеков подчеркнул, что вместе с материально-техническим оснащением необходимо продолжать обеспечивать военнослужащих достойными условиями жизни и быта. Для меня это очень приятно присутствовать на этом праздничном мероприятии. Поздравляю военнослужащих с профессиональным праздником. Желаю успехов в вашей нелегкой деятельности, а Отечеству благополучия и мира. На сегодня в целом завершено строительство 77 жилых домов. С каждым годом улучшаются социальные условия военнослужащих. Ведется строительство еще на 22 объектах в общей сложности на более чем 1200 квартир. Ключи от новеньких квартир в этой девятиэтажке военные получили из рук президента. Сооронбай Джейнбеков также вручил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства на придомовой территории спортплощадки. Собственное жилье обрели военнослужащие, имеющие за плечами как минимум 20-летний стаж службы. Джикшен Джунусов уже точно и не припомнит, сколько пришлось отстоять в очереди на получение долгожданной квартиры. Говорит, что по долгу службы приходилось мотаться от одного гарнизона в другой. Там же подросли дети, всего 5. Многодетная семья теперь не нарадуется своему счастью. Много лет стоял в очереди и дождался. Вот наша трехкомнатная квартира. Все комнаты светлые, просторные. За 32 года сменил немало гарнизонов. Детям моим из-за переездов пришлось учиться в 5-6 школах. Отдельное спасибо руководству Генштаба, нашему президенту. Спасибо за то, что оказывается социальная поддержка военнослужащим. А это новоселы Усубалиевы. Тут же и дети. В семье Бактыбека Усубалиева их 4. Полковник со своей супругой внимательно рассматривает каждый уголок новенькой жилплощади. Все нравится. Есть много мыслей, как обустроить его в будущем, и с чего начать сейчас. Но главная мечта уже исполнилась. 26 лет ожидали, сейчас как бы до конца не осознали. Надеемся, что в ближайшем будущем, в течение месяца, как дети сдадут экзамены, заедем в нашу долгожданную квартиру. Вот. Спасибо, все отделано под ключ. Будем потихоньку обживать. Вот. Еще раз спасибо и всех с праздником. С Днем образования Вооруженных сил Кыргызской Республики. Всего в этом 54-квартирном доме 18 трехкомнатных и 36 двушек. По словам главы Генштаба, вселились в них действительно нуждающиеся военнослужащие, заслужившие такой подарок десятилетиями безупречной службы. Распределением занималась специальная жилищная комиссия, в данном случае Бишкекского гарнизона. 54 военнослужащих вооруженных сил, которые проходят службу в Бишкекском гарнизоне, получили ключи от квартир от рук президента Кыргызской Республики. В каждом гарнизоне имеется жилищная комиссия. Согласно законодательству, жилищная комиссия работает. В этом году планируется сдать еще 81 квартирный дом в городе Бишкек, 216-квартирный дом в городе Ош. И эти вопросы в регионах тоже решаются. В планах у Генерального штаба достроить многоквартирные дома для военных и в других регионах страны. Например, в Баткене, Исфане, Таласи и еще ряде городов. Алексей Немашкал, Рахат Дженыбеков, Александр Симонов, НТС. Это были все важные события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20:30 и в 21:30. НТС покажет.